Минтимир Шаймиев, первый президент Татарстана и первый кавалер ордена святого апостола Андрея Первозванного из Татарстана. Евгений Богачев, превративший студенческую баскетбольную команду «Уникс» в топ-клуб Европы. Мы вместе, как Татарстан, помогает восстанавливать татарскую деревню Юлдуз Курганской области, уничтоженную пожаром. Люди, явления, события, которые привлекли внимание нашей команды на этой неделе. Здравствуйте, в эфире «7 дней», в студии Ильшат Аминов. Смотрите сегодня. Иного не дано и не надо. И сколь уж дано, и это преодолено будет. Человек-эпоха Минтимир Шаймиев, первый татарстанец, удостоенный ордена святого апостола Андрея Первозванного. Ну, кому охота из родной деревни куда-то уехать? Никто не хочет. Большинство людей хотят остаться. Смотрят с надеждой, что начнут строить дома. Восстановить и сохранить. Весь татарский мир идет на помощь погорельцам деревни Юлдуз Курганской области. Ребята хотели показать себя и рвались в бой. Долгожданный триумф. Уникс и его поход за золотом. Не могу на этой неделе еще раз не затронуть итоги Международного экономического форума «Россия. Исламский мир. Казань-форум-2023». Потому что почитал некоторые убогие телеграм-каналы, сайты. Кому-то там масштабов не хватило, кому-то грандиозных экономических соглашений, кому-то перца в треугольниках и беляше. Скажу прямо, некоторым моим коллегам просто не хватает мозгов, чтобы понять значение саммита. Для непонятливых, как говорил известный герой фильмов про Шурика, ширше надо смотреть на это событие и глубже. Прежде всего, Татарстан под руководством раиса республики, президента моего сердца Рустама Минниханова, проводил этот форум по поручению президента России Владимира Путина. Учтем, Казань-форум-2023 состоялся в условиях тотального санкционного давления Запада. И несмотря на это, в Казань приехали 15 тысяч участников из 84 стран мира. Для сравнения, на Петербургском экономическом форуме в прошлом году, который проводился, подчеркну, уже 25-й раз, было 14 тысяч участников. На 7-м Восточном во Владивостоке 7 тысяч участников. Так что мы сразу взяли высокую планку. И самое главное, исламский мир в Казани продемонстрировал всей планете намерение сотрудничать с Россией и схожесть позиций по многим ключевым проблемам современности. Очень точно сказал про это вице-премьер России, председатель оргкомитета форума Марат Хуснуллин. Главный слоган наших мероприятий сформулирован как «доверие и сотрудничество». Доверие стало важнейшим фактором развития отношений между Россией и мусульманскими странами не только в сфере экономики, но и во всем многообразии нашего сотрудничества, которое сегодня приобрело характер стратегического партнерства. С этого года по поручению президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина Казань-форум проводится на федеральном уровне. Отрадно, что в мероприятиях примут участие порядка 15 тысяч участников из 84 стран мира. Планируется провести более 150 деловых сессий. Хочу искренне поблагодарить Рустама Нургалиевича Минниханова, Республику Татарстан, всех организаторов и участников форума. Интерес, который он вызывает, статус, количество и представительство гостей, география стран, все это подтверждает, что Россию и исламские государства связывают прочные узы дружбы и глубокого уважения. Мы очень ценим готовность к открытому и прямому общению, а также глубокое понимание нашей позиции. Стратегический характер нашего партнерства не только скрепляет отношения, но и открывает новые перспективы. Об этом свидетельствует и рост товарооборота России с государствами Организации исламского сотрудничества почти на 30% за последние 3 года. Наши связи носят серьезный, всеобъемлющий и многоплановый характер. Уверен, общими усилиями нам удастся сохранить высокие темпы развития сотрудничества и в будущем. Татарстан в процессе интеграции России с исламским миром играет важнейшую роль. Мы даем ключ к пониманию этого мира, способствуем декодированию коммуникационных, мировоззренческих барьеров между нашими странами.
Поверьте, это очень непростой процесс, и мы находимся только в начале этого сложного пути. И не надо тешить себя иллюзиями, требовать, чтобы все случилось сегодня и сразу. По меньшей мере, это несерьезно. Впрочем, я сейчас транслирую больше даже не свои мысли. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, участвуя в работе Международного экономического форума, подчеркнул, что его визит в Татарстан и общение с исламским духовенством помогут многим гражданам России понять, насколько искренние и сердечные отношения сложились между православием и исламом. И я надеюсь, этот посыл первосвященника Русской Православной Церкви услышат, в том числе оголтелые шовинисты, нацисты и разного рода черносотенцы, коих, к сожалению, хватает в нашем многонациональном доме. Для православных и мусульман на территории России этой точкой опоры является в первую очередь укорененность и православие ислама в нашей национальной жизни. Мы не чувствуем по отношению друг к другу себя иностранцами или людьми, с которыми надо так осторожно себя вести, потому что неизвестно, какая может быть реакция твоих слов. Мы действительно на протяжении столетий вместе живем, вместе работаем, трудимся. И ведь Россия – это та самая страна, которая не знает религиозных войн. И поэтому вклад Татарстана вот в эту традицию мирного сосуществования двух религий, православия и ислама очень значительный. Потому что здесь соотношение православных и мусульман, я думаю, что статистически мусульман больше, чем православных, но тем не менее все-таки это близкое такое соотношение. И опыт Татарстана имеет большое значение для всех других регионов. Общаешься, в общем-то, мусульмане, вот чувствуешь такое искреннее и доброе отношение. Нету никакой искусственности, знаете, как иногда специально делают вид люди, что все хорошо, на самом деле не очень-то приятно с тобой встречаться. Вот ничего подобного здесь нет. Искреннее отношение, и я воспринимаю это не только как отношение к себе, но и к Русской Православной Церкви. А потому считаю, что и визит мой в Татарстан, и взаимодействие, общение с исламским духовенством Татарстана, вот, несомненно, будут помогать очень многим нашим гражданам во всей России понять, насколько искренние и сердечные отношения исторически сложились между православием и исламом, которые сейчас не просто поддерживаются, но развиваются. И в этом контексте, конечно, еще раз хотел бы подчеркнуть значение Татарстана. Вот все, что здесь делается в сфере отношений между православными и мусульманами, и вообще все то, что делается здесь на благо людей. Мы видим это замечательное развитие. Инфраструктура развивается, строительство. Вот, действительно, я вспоминаю какие-то свои прежние визиты. Вот, они были неофициальными, но в памяти у меня осталась совсем другая картина. То есть огромные перемены за последние годы. И здесь, конечно, ваша личная заслуга, несомненно, как и вашего замечательного предшественника. И вот здесь я бы тоже хотел подчеркнуть одну важную черту, которая очень положительно характеризует современную власть в Татарстане. Обычно, когда яркая личность уходит, а на ее место приходит другая яркая личность, то очень часто бывает между этими двумя историческими периодами возникает какое-то напряжение. Вот. Ничего подобного нет в Татарстане. Ваш замечательный предшественник является уважаемым лицом, то, что называется одним из таких лидеров страны. И хотя он сейчас не занимает место главы Татарстана, но весьма уважаемый, у вас личные прекрасные отношения. И это пример для очень многих. Татарстан действительно пример для многих. Логическим завершением этих важнейших событий стало вручение первому президенту Татарстана, государственному советнику Минтимиру Шаймиеву высшей госнаграды страны – ордена святого апостола Андрея Первозванного. Шаймиев, родом из села Аняково, стал первым татарином, получившим этот орден.
Скажу сразу, теперь уже для наших доморощенных националистов, в этой награде, безусловно, есть вполне ясный православный контекст. Но в этом я лично вижу особый сакральный смысл. Напомню, в 2007 году президент Татарстана Шаймиев получил так называемую Нобелевскую премию исламского мира, премию имени короля Фейсала. А на этой неделе орден Андрея Первозванного. Минтимир Шарипович – это символ взаимопонимания и сотрудничества между разными конфессиями и национальностями в нашей стране. Впрочем, лучше об этом сказал президент России Владимир Путин. Огромная заслуга в укреплении российской государственности и федерализма, межнационального согласия в социально-экономическом развитии Татарстана, да и всей России, безусловно, принадлежит Минтимиру Шариповичу Шаймиеву. Сильному, неординарному политику, человеку исключительной мудрости и ответственности. Для меня большая честь вручить вам, уважаемые Валерий Дмитриевич и Минтимир Шарипович, высшую награду Родины – орден Святого Апостола Андрея Первозванного. Нам часто говорят, и мы слышим, что Россия начала какую-то войну. Нет. Россия с помощью специальной военной операции пытается прекратить эту войну, которую ведут против нас, против нашего народа, часть которого в силу исторической несправедливости оказались за границами исторического российского государства. Но от этого они не перестали быть нашими людьми. И Россия делает все для того, чтобы защитить их. И, конечно, будет делать для этого все. Благодаря в значительной степени таким людям, которые представлены и здесь, в этом зале. Потому что где бы вы ни работали, чем бы ни занимались, ваша деятельность направлена на укрепление нашего государства. Сейчас Минтимир Шарипович вспоминал и сказал о том, что происходило, как шло становление за последние годы нашей страны. И чего мы добились, стали гораздо более самодостаточными. Без самодостаточности не может быть суверенитета. А самодостаточность достигается на всех направлениях работы. На всех. И в творчестве, и в науке, и в производстве, и, конечно, в ратном деле. Да, сегодня тоже об этом говорили неоднократно. Россия сейчас переживает нелегкие времена. Говорили также о том, что никогда легких и не было. Но все-таки сегодня особый момент нашей мощной консолидации, обострения нашего национального чувства, желание укрепить во что бы то ни стало основы нашей духовности, создать условия в сфере экономики, производства, воспитания наших молодых людей, для того, чтобы обеспечить безусловное будущее нашей страны. И в это вы вносите свой зримый, осязаемый вклад. Кавалеров этого ордена немного. Это выдающиеся государственные деятели, конструкторы, ученые, медики и люди творческих профессий, внесшие огромный вклад в развитие страны. Петр I, Александр Суворов, Михаил Кутузов, писатель Александр Солженицын, патриарх Московский и всей Руси Алексий II, конструктор Михаил Калашников, певица Людмила Зыкина, дагестанский поэт Расул Гамзатов, президент Азербайджана Гейдар Алиев и другие. И в этом строю выдающихся людей, вошедших в историю, и наш Минтимир Шаймиев, политик и человек, неординарный лидер, руководитель, организатор, всенародно любимый Бабай. Он и сегодня по-прежнему в строю, много и активно трудится, всего себя отдает для выполнения великой и благородной миссии возрождения наших святынь, православного Островграда Свияжска и мусульманского Древнего Болгара. Огромная роль Минтимира Шариповича и в сохранении родных языков в Татарстане, становлении и развитии полилингвального комплекса Адымнар. Подробности у Тимура Бекмурзина. Политик, тяжеловес, мудрец, крепкий хозяйственник и народный президент. Минтимира Шаймиева легко награждать даже такими громкими эпитетами. Почему? Потому что все истинная правда. Однако среди всех этих определений и характеристик есть одно, на мой взгляд, ключевое качество Минтимира Шариповича.
которые выгодно отличают его как среди мощных руководителей регионального масштаба, так и среди федеральных политиков и даже мировых лидеров. Шаймиев очень яркий, харизматичный политик-созидатель. В отличие от того же Бориса Ельцина, тоже надо признать лидера незаурядного, но по натуре разрушителя, Ментимер Шаймиев в этой ипостаси ближе к таким политикам и руководителям, как Евгений Примаков, Юрий Лужков и, конечно, Владимир Путин. Каково это созидать, когда приходится и преодолевать, и бороться, и Владимир Путин, и Ментимер Шаймиев знают как никто. Президент России показывает это сегодня в условиях тотальных санкций и внешнего давления, ведя нашу страну к лучшему будущему. Ментимер Шаймиев демонстрировал свои неординарные управленческие навыки на протяжении многих лет, что руководил республикой. И в тяжелейшие 90-е, и в непростые нулевые, и позже. Только национальный лидер такого масштаба, как Шаймиев, мог в разы приумножить политический и экономический потенциал Татарстана, сохранить в республике мир и межнациональное, межконфессиональное согласие. Надо любить людей. Мы не должны иметь права обижаться на наших людей. Они имеют право. И это надо заранее знать, раз ты встал на этот путь. Шаймиев – это человек не татарстанский, это человек всей огромной России, всего Советского Союза в прошлом, но, если хотите, и планетарный, потому что вот то, какая сегодня Россия, успешная, великая, мощная, несмотря на эти труднейшие 30 лет после распада Советского Союза, вот в этом наборе этого большого исторического темпа нашей страны огромная личная роль нашего президента первого Шаймиева. Если бы не он, Россия была бы другая. Вот давайте так скажем. Несмотря на разные периоды в жизни большой страны, все годы правления Ментимера Шаймиева, а затем и его преемника Рустама Минниханова для Татарстана проходили в режиме созидания. Крупнейшие и важнейшие проекты в экономике и социальной сфере. Программы ликвидации ветхого жилья и социальной ипотеки, газификации, строительство моста через Каму, Казанского метрополитена, проведение универсиады в Казани, развитие нефтехимии и нефтепереработки. Каждый из этих масштабных проектов достоин отдельного повествования. Это удивительное свойство Шаймиева быть одновременно и жестким, и гибким в решении каких-то вопросов, умение создавать команды и доверять людям на местах творили чудеса. Имя этому чуду позже дадут эксперты, экономисты и политологи, назвав моделью Татарстана. Это удивительный человек. Это мягкий, но твердый, но не колючий. Объединили в одну упряжку. Населению выгодно получить жилье. Второе. Экономике. Развивается экономика, выгодно. Бизнес развивается. Социальная среда нормальная. Есть позывы к творчеству, к хорошей жизни. Вот это все мы объединили и получились. Мы вместе, оказывается, получается. Его именно отношение, особое отношение к сельской философии, как выход из села и глубоким пониманием этих проблем. Я всегда чувствовал именно приоритетное отношение к сельскому хозяйству, даже в те самые сложные финансовые бюджетные годы. Но эти дома мы построили людям, которые не имеют здесь жилищ. Здравствуйте. Как, вы все нормально? Да, отлично вообще. Вы как? Очень приятно вас видеть, давно не были. Спасибо, давно не был. Давно не были, Сам да. соскучился уже. Да, мы тоже. Ну вы так развернулись, дела идут? О, слава богу, да, слава богу. Это важно. Слава богу. Созидание и возрождение, пожалуй, самые важные для самого Шаймиева слова. Слова, которые во многом стали смыслом его жизни, наглядной характеристикой всей его деятельности. И уже после руководства республикой в качестве государственного советника и основоположника одноименного фонда возрождения результаты впечатляют. Такими древний Болгар и остров Град-Свияжск останутся только на кадрах кинохроники, а такими они будут переданы благодаря упорству и созидательной энергии Шаймиева потомкам, которые теперь будут всегда знать о великой истории этой земли. Еще одна давняя мечта и идея Ментимера Шаймиева о строительстве уникальных полилингвальных комплексов тоже стала реальностью в Казани, Набережных Челнах, Нижнекамске, Елабуге, Альметьевске и Актаныше. Все, что делается, делается от души. А для души при этом получаешь значительно больше. Орден святого апостола Андрея Первозванного – высшая государственная награда России. На сегодня ее кавалерами являются всего 25 человек. Им награждаются выдающиеся государственные и общественные деятели, граждане России за исключительные заслуги, способствующие процветанию, величию и славе страны, а также главы и руководители правительств зарубежных государств,
за выдающиеся заслуги перед Российской Федерацией. Ментимер Шаймиев стал первым татарстанцем, удостоенным этого ордена. Среди первых, кто поздравил Ментимера Шариповича, и раис Татарстана Рустам Минниханов, который написал в своем телеграм-канале: «Сегодня в Екатерининском зале Кремля Владимир Владимирович вручил нашему Ментимеру Шариповичу высшую награду – орден Андрея Первозванного. Гордимся вами, Ментимер Шарипович. Искренне радуемся». У нас хорошее будущее. Нам надо дорожить тем, что есть, и твердо, проявляя волю, дальше так продолжать. Иного не дано и не надо. И сколь уж дано, и это преодолено будет уже большим единением нашего народа. Успех за нами. Нет еще, мы проходили уже. Мы сильными, значит, должны стать. Почему? Потому что в таких условиях, еще раз хочу сказать, мы обеспечиваем реальное развитие нашей страны. Спасибо огромное за те труды, а мы всегда с вами весь наш многонациональный народ нашей страны. Спасибо за все. Тимур Бекмурзин, 7 дней. В прошлых выпусках нашей программы мы рассказали, какой болью в сердце у всего татарского народа отозвалась трагедия в Курганской области. Практически дотла выгорела знаменитая татарская деревня Юлдус. Из 350 домов огонь выжег 280. Это было не просто большое, но еще и старинное самодостаточное село. Я говорю «было», потому что фактически на месте красивых домов Юлдус сейчас только обугленные остовы зданий. Чудом уцелели школа, мечеть и местный дом культуры. Что внушает сдержанный оптимизм? Люди отходят от первоначального шока, и у них появляется надежда, что деревню с многовековой историей удастся отстроить заново. Эта надежда появилась и постепенно укрепляется после того, как на трагедию живо откликнулся весь татарский мир. Пошла помощь для погорельцев от неравнодушных людей. На этой неделе Всемирный конгресс татар отправил уже 3-й гуманитарный конвой. Помимо продуктов и предметов первой необходимости, в пострадавшую татарскую деревню везут стройматериалы. Они очень нужны. Оказывается, и организационная поддержка. В деревню приехала делегация Всемирного конгресса татар во главе с его руководителем Василием Шахразиевым. Конечно, все очень непросто. Предстоит сложная, тяжелая работа. Пожар не только показал выдающиеся примеры мужества и взаимовыручки, но обнажил острые проблемы татарской деревни, на которые раньше просто никто не обращал внимания. А это в том числе и проблемы с правоустанавливающими документами на жилье и землю, от чего зависит размер компенсации. Тимур Бекмурзин вместе с погорельцами Юлдус разбирался в этом сложном клубке проблем. Специальный репортаж «7 дней» из Курганской области. Спустя 20 дней после страшной трагедии люди, можно сказать, начинают отходить от первого шока. Что выпало на их долю, какой масштаб бедствия, еще через пару недель можно будет понять только по косвенным признакам. За несколько километров до деревни почерневшие от копоти деревья, еще заметно обугленные остовы зданий и построек, вернее то, что от них осталось. А так пепел уже окончательно осел и растворился. Участки постепенно очищают, приводят в порядок, у кого-то руки доходят и до огорода. А вот как и когда восстановят нервы и обугленные души жителей Юлдус? Вопрос, на который пока нет ответа. Практически дотла сгорела одна из красивейших, старинных, самодостаточных и богатых татарских деревень. Юлдус была славна своими традициями. Здесь были действительно крепкие хозяйства. Вот это, наверное, бывший склад или гараж или что-то еще. Но насколько сильным был пожар, об этом свидетельствуют вот хотя бы вот эти бутылки, стекло, которое, можно сказать, просто расплавилось.
Самый лучший бальзам на душу многострадальных жителей Юлдуз сейчас – это хоть какие-то позитивные вести. Это понимают и местные, и областные чиновники, и гости из Татарстана. Людям нельзя дать даже намека, что их могут бросить, оставить один на один со своей бедой. Поэтому вице-премьер Татарстана и председатель Национального совета Милли Шура Всемирного конгресса татар Василь Шейхразиев и заместитель губернатора Курганской области Константин Ермаков лично участок за участком обходят абсолютно всех. Чем помочь? Какие есть вопросы? Быстро, мимоходом пройти деревню не получается. Возле каждого участка трудный и обстоятельный разговор. Все случаи индивидуально сложные. У семьи Фаткулиных сгорело все: и дом, и баня, и скотина, и хозпостройки. Одни тюбетейки удалось спасти, и кота. Сквозь слезы шутит хозяйка Элеонора. Это-то как раз все как у всех. Однако особенность этой семьи в том, что строиться они начали на землях сельсовета, а завершали строительство дома тогда, когда земля перешла в категорию лесного фонда. Прописку таким образом оформить не смогли. И судились, и где только не были, и в Кургане, и в Шадринске. Ваше дело осматривается, вот и все. Дом хотим, любой дом хотим. Да, любую крышу хотя бы. Даже если землю не дадут, там пустых землей много. Мы как возьмем, так хотя бы под крышу нам построили. Мне коттедж не надо. В похожей ситуации жители, чьи сгоревшие дома попали под зону подтопления. Чиновники разъясняют, сама земля остается в собственности граждан, но строительство капитальных домов здесь по закону запрещено. Какой может быть выход? Он есть, строится на новых участках в деревне. Для таких желающих в помощь жилищные сертификаты, размер которого определяется индивидуально, и специальные компенсации из областного бюджета на строительство в объеме 700 тысяч рублей. Если средств все же не будет хватать, подключатся спонсоры, в том числе из Татарстана, вопросы уже обсуждаются и прорабатываются. Я благодарю Василий Гартургаязович за то, что вы подключились. Совместно нам, конечно, эти индивидуальные решения будет принимать легче, и мы, наверное, примем более справедливые. Что касается размера самого жилищного сертификата, он для каждого случая разный. Для тех, кто утратил единственное жилье, он определяется исходя из следующих норм. 33 квадратных метра для одиноко проживающих граждан, 42 квадратных метра на семью из 2 человек и по 18 квадратных метров на каждого для семьи из 3 человек и более. Для примера, на семью из 3 человек размер компенсации составит 18 умножить на 3, то есть 54 квадратных метра. Исходя из стоимости 1 квадратного метра, определенного Минстроем для Курганской области, а это 57 823 рубля, получается размер компенсации 3 122 000 рублей. Если жилье не единственный, размер компенсации фиксированный 500 тысяч рублей. Конечно, нюансов и деталей масса. На встрече в Доме культуры жители деревни старались воспользоваться моментом, и Василию Шейхразиеву, и Константину Ермакову вопросы шли потоком, и самые разные. У нас сертификаты разные. Какие разные? Потому что мне 1,5 миллиона дали, сыну только 500. У нас денег не хватает на строительство. Какая разница, объединяете? Да Мы вот, его завтра поднимем, этот вопрос. Да, пожалуйста. Ну, кому охота из родной деревни куда-то уехать? Никто не хочет. Никто. Уже есть люди, которые желают строить. И сейчас им будут поставлять материалы. Где-то по линии из областного фонда, где-то с Татарстана пойдут. То есть процесс начинается. Фронт работы и для строителей, и для чиновников, и для юристов огромный. Это становится понятным даже после поверхностного погружения в конкретные проблемы жителей деревни. Самые сложные вопросы с пропиской и собственностью. Закира Помыкалова всю жизнь прожила и проработала в Юлдусе. Для нее сгоревшее жилье было единственным, как и для ее дочери Натальи. Собственность же на дом была оформлена на внучку, которая живет и прописана в Тюмени. У меня там тоже съемное жилье. У меня здесь было единственное жилье. У меня, все старость свою уже будем ждать. И я всегда думала, приеду я в деревню к маме. Пусть будет плохой дом, но я все равно приеду. А сейчас, получается, некуда приехать. Сгорело все. Какая-то часть хотят уехать, где-то там в городе купить квартиру. Может, люди еще передумают. У нас загвоздка в том, что у нас нету работы, понимаете? Я предлагал, говорю, какие рабочие места конкретно? Промышленные нет. Давайте сделаем, говорю, большое тепличное хозяйство, допустим, можно сделать. Не нахожу инвесторов, которые бы зашли своими деньгами сюда. Задача номер 1 для деревни Юлдуз – начать строительство, чтобы через неделю, через 2 появились первые срубы, а лучше готовые дома, по крайней мере для тех погорельцев, у которых в порядке документы, есть жилищные сертификаты. Для этого поступают первые строительные материалы, они будут поступать дальше. Нужно вселить надежду в людей. Она ой как нужна местным жителям.
В начале недели гуманитарный конвой, третий по счету, организованный Всемирным конгрессом татар, отъезжал от Казани. Мы встречали его в Курганской области в этот четверг. Очень важно, что наряду с продуктами питания, предметами первой необходимости, детскими товарами сейчас активно стали поступать и стройматериалы, краска, необходимые инструменты. Большинство людей хотят остаться. Смотрят с надеждой, что начнут строить дома. И я надеюсь, что те, кто хочет уехать, скорее всего, передумают. Сами люди могут спасти и возродить Йылдыз, уверены местные татары. И дело не просто в физическом строительстве домов, что сейчас, конечно, видится первоочередной задачей. Нужно поверить, что дух старинной известной деревни никуда не делся. Поверить, прежде всего, самим жителям. Его нельзя ни обрушить, ни сжечь. Он внутри. Он навечно запечатлен в их генетическом коде. И тому масса свидетельств, иногда почти мистических. Удивительная по красоте мечеть оказалась не тронута огнем, хотя он остановился в метрах от нее. Не добрался огненный вал и до школы, которая сейчас стала главным временным пристанищем людей. Уцелели каким-то чудом и отдельные дома. Сами жители рассказывают удивительные истории спасения. Когда Ильдус Шарипов, потеряв свое жилье, увидел, как полыхает карниз у дома его сестры, он поспешил на помощь. По случайному стечению обстоятельств в доме оказалось много запасов воды, и родственники, выстроившись в цепочку, передавая друг другу ведра с водой, сделали невозможное. Вручную потушили страшный пожар. Я выломал шифер оттуда. Они встали в цепочку. Я залез туда, в горящий под шифер. И начал тушить. Мы вот так отстояли вот этот дом. Друг другу воду передавали? Да, друг другу по цепочке. Пока вся вода не кончилась, мы вот это тушили. Мне этот случай кажется более чем символическим. Это доверие и сплоченность жителям Йылдыза еще предстоит передать по цепочке. От одного жителя к другому, помогая и поддерживая. От одного нового дома к другому. И да, к вопросу о мистике. Детская площадка возле Дома культуры, она совсем не пострадала. Более чем прозрачный намек на то, что будущее у Йылдыза есть, и оно, надеемся, будет светлым. Тимур Бекмурдин, Андрей Ключников. 7 дней. Мы продолжим нашу программу через пару минут. Смотрите далее. Ребята хотели показать себя и рвались в бой. Долгожданный триумф. Уникс и его поход за золотом. В Шанхай с рабочим визитом отправился раис республики Рустам Минниханов. Он принял участие в пленарном заседании Российско-китайского бизнес-форума. Российскую делегацию в КНР возглавил председатель правительства Михаил Мишустин. Рустам Минниханов встретился с мэром Шанхая Гун Дженем и принял участие в совещании по реализации проекта первого российского электромобиля «Атом». 23 мая продолжится рабочий визит Рустама Минниханова в Китай. Главное событие – Российско-китайский бизнес-форум. Премьер-министр страны в своем выступлении отметил, углубление взаимодействия будет иметь положительное влияние на укрепление экономик обеих стран. Фарид Мухаммедшин встретился с генеральным консулом Ирана в Казани Джаудом Мирзахани. Обсудили о расширении взаимодействия Ирана и Татарстана, прежде всего через межпарламентский диалог. В Иннополисе заработать 10 новых компаний не получили статус резидента и партнера. Такое решение приняли на заседании наблюдательного совета особой экономической зоны IT-града. Его провел Рустам Минниханов. Для работы в Иннополисе промышленные и IT-компании представили инвестпроекты на 3 миллиарда рублей. Все их одобрили. Какие проблемы предстоит решить республике, чтобы достойно подготовиться к новому отопительному сезону, обсуждали в Доме правительства с Рустамом Миннихановым. Среди горячих вопросов большие долги за услуги ЖКХ, рост выявленных нарушений на предприятиях и формальное отношение к проверкам у районных комиссий. Рустам Минниханов встретился с заместителем председателя комитета Госдумы, заместителем председателя Центральной контрольной комиссии партии «Единая Россия» Эрнестом Валеевым. Также во встрече приняли участие председатель Госсовета Фарид Мухаммедшин и руководитель администрации Раиса Асгат Сафаров. Обсудили вопросы дальнейшего взаимодействия, деятельность Татарстанского отделения партии, реализацию проектов. Рустам Минниханов проводил на заслуженный отдых председателя Верховного суда Республики Ильгиза Гилазова. Он 12 лет занимал этот пост и ушел в почетную отставку. За это время Ильгиз Идрисович вывел татарстанское правосудие на новый уровень, обновил материально-техническую базу, провел цифровизацию. Алексей Песошин поздравил с профессиональным праздником Днем химика. Татарстан имеет славные вековые научные традиции и высокий промышленный потенциал, который позволяет обеспечить экономическое развитие страны. За безупречной репутацией отрасли стоит ежедневный упорный труд, преданность профессии, серьезное отношение к делу и высокая организованность тысяч высококвалифицированных специалистов и ученых, отметил премьер-министр.
Само празднование прошло традиционно в городе Нижнекамске. В парке нефтехимиков жителей города ждали выступления творческих коллективов Нижнекамск-нефтехима и приглашенных артистов. В программе были экологические викторины с призами, научные шоу и мастер-классы. Хедлайнером праздника стал певец Элвин Грей. Завершилось все праздничным салютом. Порядка 30-40 тысяч гостей побывали на Всероссийском сельском сабантуе в Астраханской области. Гости приехали из Башкортостана, Дагестана, Кабардино-Балкарии, Калмыкии, Краснодарского и Ставропольского края, Оренбургской, Псковской областей и других регионов. Астраханцы и гости области увидели на мероприятии национальные подворья этнодеревни, верблюжьи бега, конные скачки, всероссийские соревнования по борьбе кряж, восточный базар, ремесленные выставки. Казанский «Рубин» досрочно стал обладателем золотых медалей чемпионата первой лиги по футболу. Этот успех команда Рашида Рахимова оформила на домашней арене в Казани после победы над махачкалинским «Динамо». Напомним, гарантированное возвращение в российскую премьер-лигу «Рубиновы» обеспечили себе еще в прошлом туре, победив на выезде принципиального соперника и прежнего лидера Калининградскую «Балтику». Еще одна блестящая победа казанской команды в общую копилку всего татарстанского спорта в этом году. Мы продолжаем программу «7 дней». Пойти туда, не зная куда, заработать на том все равно на чем. Пожалуй, так можно охарактеризовать начало предпринимательской деятельности в нашей стране на рубеже 20 и 21 веков, когда бизнесом считалась схема «дешевле купить, дороже продать». К сожалению, такой подход тогда сыграл злую шутку с российской экономикой. Много производств закрылось, практически были уничтожены целые отрасли. На месте крупнейших заводов открылись торговые комплексы. Сегодня для восстановления суверенной экономики необходимо переориентировать ее на производство, в том числе малый и средний бизнес. И здесь без помощи государства не обойтись. Хотя мы часто слышим от бизнесменов: на помощь не надеемся, хоть бы не мешали. Сегодняшнюю ситуацию с малым и средним бизнесом трудно назвать идеальной, но движение в лучшую сторону и есть. Об этом шла речь на традиционной встрече Рустама Минниханова с бизнесменами в День российского предпринимательства, который по указу президента России отмечается ежегодно 26 мая. Как говорится, каждый кузнец своего счастья. Вот это как раз про тех, кто берет ответственность за свою жизнь, не жалуясь на маленькие зарплаты и невнимание руководства, то есть про предпринимателей. И как показывает практика, двигателем должна быть в первую очередь польза от задуманного дела, а потом прибыль. Огромнейший рынок. И когда я посмотрел, что нам нужно в России восстанавливать, нет у нас, потребитель есть, а все импортное. Сначала покупал, продавал, но так как за державу обидно, решил постепенно производить. Ближайшим конкурентом считают лишь производителей из Китая, причем только потому, что там могут себе позволить большие объемы. Компания занимается импортозамещением в рамках производства гидравлических соединительных элементов для гидравлики и спецтехник, комбайнах, тракторах, строительной техники. Здесь заказов больше, чем возможностей пока. Не хватает оборудования. Постепенно расширяют производство на территории промышленного парка в Набережных Челнах. Особенность промышленного парка развития в том, что земельный участок предоставляется бесплатно, без проведения торгов и, как мы любим говорить, в течение одного дня. Второе. Полностью готовая инженерная инфраструктура. Константин Пучкин вспоминает, что не так давно здесь было чистое поле без коммуникаций, и не каждый потенциальный инвестор верил в то, что здесь будет город-сад для предпринимателей. Эта идея создания муниципального промышленного парка, именно по принципу промпарка развития, она пришла еще в 2012 году, когда наш президент Республики Татарстан Рустам Нургалиевич сказал, что в каждом муниципальном районе должны быть промышленные парки. Тогда Набережные Челны сказали: да, мы будем первые, мы будем пилотные. Благо того, что я работал тогда еще в стенах администрации, в исполнительном комитете. Сменив кресло чиновника на место управляющего уже 3 промышленными парками, Константин с гордостью рассказывает о достижениях. Инфраструктура была построена за счет вашей поддержки, за счет поддержки Министерства экономразвития России и Фонда развития моногородов. Сегодня это 2 очереди, 18 предприятий резидентов. Объем вложенных инвестиций составил 1,7 миллиарда рублей. Работает у нас на территории промпарка развития сегодня 400 человек. И это скорее пример для подобных парков в небольших сельских районах, где о такой загруженности, как в Набережных Челнах или Нижнекамске, пока только мечтают.
Сначала колхоз, а потом колхозники. А колхозников иногда нет. Вот если бы был проект, вот такой проект, вот такой инвестор, вот столько рабочих мест, вот под это дело, конечно, надо выделять денег. Речь идет о именно вот муниципальных наших небольших парках. Понял. И одни из держащих факторов, конечно, для них является вот отсутствие каких-то небольших элементарных моментов части инфраструктуры. И пока одни находят причины неудач, другие ищут возможности для того, чтобы было удобно не только владельцам бизнеса, но и тем, кто работает на этих малых предприятиях. Промышленный парк Нижнекамск в том году, благодаря поддержке президента и Министерства экономики Республики Татарстан, нам выделили 25,5 миллионов на строительство этой подъездной дороги. И эта дорога, буквально 500 метров дороги, решила эту проблему, которую мы уже несколько лет страдаем. Эта дорога, она примыкает сразу к конечной остановке автобуса и к остановке трамвайной. А производство в таких парках работает практически без выходных, потому что заказов стало много. И часто, бывая в таких поездках, мы открываем для себя много нового. Большинство татарстанцев, наверное, и не подозревают, как много всего разного производится в нашей республике. А задуматься можно, например, проходя мимо заборов. Не из сетки рабицы или бетона, а легких и одновременно прочных. Еще и с использованием лазерной сварки, когда шов практически не виден. И лазерной же резки металла под практически любой орнамент. Все декоративные элементы, которые есть, изготавливаем только мы. На других предприятиях такого нету. Из-за этого добро пожаловать. Очень хочется все-таки, чтобы продукция была еще с национальным аспектом. И даже без наличия национального орнамента, то, что это продукция из Татарстана, знают заказчики далеко за пределами нашей республики. География продаж на данный момент от Петропавловска-Камчатского до Калининграда, от Мурманска до Чеченской республики, а в том числе космодром. Также есть среди заказчиков компании «Газпром», «Уралмаш», «Таграс Ремсервис» и другие крупные игроки. Для нагрева воздуха, воды, инертных материалов в строительных и жилых помещениях, для нефтедобычи есть и собственные разработки, о которых пока не говорят, чтобы конкуренты не узнали. При этом обещают, что скоро будет своя импортозамещающая автоматика. На другом производстве промышленного парка развития в Набережных Челнах гордятся этим вот продольным шлифовальным станком. В республике, говорят, нет таких. Это для ремонта других станков. Ремонтируем все, что ломается. Из промышленного оборудования имеется в виду. И то, что на первый взгляд кажется хламом, дорогое оборудование, в том числе импортное, которое редко где ремонтируют. И даже то, что производится, наверное, в каждом городе, тоже пользуется спросом. Мебель, например. Начинали с корпусной, добавили мягкую. Начинали мы в промпарке. Когда промпарк открылся, здесь начали постройку. То есть вначале у нас был один цех, сейчас уже 2 цеха и строится 3-й. Кроме новых производств и собственной прибыли, предприниматели создают и новые рабочие места, то есть дают заработать тем, у кого нет бизнес-навыков. Доля предпринимательства в бюджете – это позиция, которая должна постоянно расти, занимать не менее 1/3 и даже больше. И это позиция, которая обеспечивает устойчивость для любого бюджета. Конечно, не каждый предприниматель может попасть на встречу с руководителем региона. И большинство из них в свой профессиональный праздник, как обычно, занимаются своим делом. А те, кто впервые здесь, волнуются, несмотря на то, что уже и Нью-Йорк был покорен. Есть, конечно, такая просьба, чтобы все-таки торговые места сохранялись за нами, было какое-то преимущество для локальных брендов. Надо будет торговые сети пригласить, конечно, для наших производителей, чтобы вот эти места отстаивать. Призыв на будущее организаторам таких встреч, чтобы не только о достижениях бизнеса здесь говорили. Все время только позитив, слышать, оно тоже неправильно. У нас очень-очень много нерешенных вопросов, очень много проблем. И если мы не будем их видеть, значит, у нас движение вперед замедлится. Зуфар Давлетшин, Дмитрий Шлемин, 7 дней. И вновь наши спортсмены-победители. Сердечно поздравляем клуб «Уникс» с победой в единой лиге ВТБ. Она принесла нашим баскетболистам такое долгожданное звание чемпиона России. И этот трофей ждали в Казани четверть века.
клуб, набравший огромную популярность в республике, был близок к золоту несколько раз. И ближе всего в схватке с армейцами в 2016 и 2021 годах. С приходом тренера Велимира Перасовича пересобрали состав, нашли скрытые резервы, предельную мотивацию. И вот кубок в руках Уникса. Но, конечно, этой победой не могло быть без личного участия нашего замечательного, великого соотечественника, бывшего руководителя Национального банка Республики Татарстан, президента клуба Евгения Богачева, превратившего любительскую университетскую команду в топ-клуб Европы. Кстати, название команды «Уникс» – это аббревиатура, которая означает «Университет, культура, спорт». Первым руководителем «Уникса», не будем забывать, был директор культурно-спортивного комплекса Казанского государственного университета Александр Щербаков. Каким же долгим и трудным был этот путь, но зато как нам дорога эта победа. Об этом в эксклюзивном интервью нашей программе рассказал президент клуба Евгений Богачев. Кубки победителя в единой лиге ВТБ теперь в штаб-квартире баскетбольного клуба «Уникс». Такие долгожданные, такие весомые. О, тяжелый. Да. Килограммов 5-7, наверное. Это чем лучше? Сюда можно бутылок 5 шампанского налить и по кругу пустить. Что мы и делаем иногда, когда побеждаем. Это чистое золото? Я думаю, да. 99-я проба. Президент клуба «Уникс» Евгений Богачев, бессменный вот уже четверть века, встречает нас в своем кабинете. Шутит и рассказывает фирменные анекдоты. В его копилке их, кажется, сотни на все случаи жизни. У стены золотое баскетбольное кольцо, на ногах кроссовки. А вы сами играли, когда-нибудь выходили на площадку? Сам баскетбол? Да. Никогда. В школе я другие виды спорта у меня были. Стрельба у меня разряд есть, шахматы разряд есть, диск. Тогда у нас такие были в мое время. Спорт, граната, диски, копья бросали, ну и брусья, турник. Неужели ни одного раза не пробовали закинуть кольцо? Ну так пробовать-то пробовал, но так попасть могу близко в кольца. Евгений Борисович, сердечно поздравляем вас с победой «Уникса». Для вас лично эта победа что значит? Мы шли к ней много лет, тут все уже... Я сам даже не знал, оказывается, 25 лет будет, как я руковожу «Униксом» в ноябре. И у нас все были, почти все регалии. У нас были Кубок Европы, Кубок ФИБА Европы, Кубок Северной Лиги Европы, 3 Кубка России было, потом серебряных много медалей, бронзовых. Ходили все вокруг да около. Вот чуть-чуть. И, конечно, 2-3 раза в нас все отбирали. Тем не менее, мы подобрали, удалось такую команду, значит, в пределах нашего довольно-таки бюджета скромного. Но ребята хотели показать себя и рвались в бой прямо. И мы поняли, почувствовали, что мы можем уже первое место взять, когда с «Зенитом» мы сыграли 4-3. Это будет грех, если мы с «Локомотивом» не справимся. Мы всегда в них выигрывали. На последних секундах, вы представляете, что баскетбол. Пока свистка нет последнего, это ты не победил. Евгений Борисович, вы сказали валидольные дни. Валидол уже слабенький даже был. После таких, именно когда очко в очко. И на последней секунде мы уже проигрываем одной. Раз, весь зал кричит: ура, все, вы двухочковые забили, представляете? Давление сразу через 20 минут выравнивается, норма.
Представляете, как эмоции какие-то. Но я переживал за зал. Залы были переполнены. Это никогда не было, как в этом году, последние, скажем, 8 игр, вот это, когда плей-офф начался. Четвертьфинала, полуфинал. Мне стыдно перед зрителями. Представляете, 7,5 тысяч. Кричат. Какой год, какие годы, какой период, может быть, за эти четверть века были самые сложные и самые, может быть, радостные? Когда мне президент Шаймеев позвонил, говорит: слушай, есть очень низкий клуб «Уникс» при университете. Финансировать нечем, деньги, тогда это уже надо иностранных уже брать, тренеров хотя бы. Я не знал, что я и говорю, как-то тут сказал, лучше бы я знал бы, попросил и гимнастику художественную. Ну, а потом топ Европы практически, а серебряный потом, кубок. Европейские кубки эти, ой, что вы. Необходимо ли сейчас популяризировать баскетбол? Вот последние годы он приобретает популярность, но мы хотим все-таки, задача наша, чтобы не иностранных и сейчас лимит, не более 6 игроков лимит. Но хотелось бы, чтобы вообще наши были везде. Для этого надо и популяризировать. И у нас готовим самых маленьких, там, 12 лет, потом с 12 до 15, потом у нас чуть старше есть еще, и дюблы, детско-юношеский, потом вторая команда до 23 лет. И это, то есть мы то, что могли, сделали, и только наши дети. Представляете, это очень здорово, но это мало, конечно. И, конечно, «Уникс» не может это все охватить. Мы на улице сейчас поставили этих кольца. У нас вот таких несколько зданий, как наше, есть. Это действительно дворец баскетбола. А вот республика насколько поддерживает клуб? Ну, у нас, я думаю, республика поддерживает на 90%, не меньше. А кто еще? Акбарсбанк, наш спонсор такой великий. Вот этих побед есть плюсы и минусы. Цена игроков и тренера сейчас выросла. Их уже на расхват все, и «Зенит» хочет, и те хотят. Мы боремся, конечно, хотим, чтобы костяк остался командой. То есть на следующий сезон команда может поменяться? И тренерская, может, да, и но по составу? Будет более стабильно, чем вот этот сезон. В этом сезоне мы большинство взяли новых. А на следующий сезон у нас 6 иностранцев, 4 контракты есть. Им все нравится. Единственное, что они говорят, что у нас отличие от Запада, это что наши девушки красивее, чем там намного. Говорят, в спорте победа – это только миг. И впереди новая борьба за места, медали и кубки. Напоследок, конечно, вопрос о будущем сезоне мы не могли не задать. А вот как думаете, следующий сезон сложный будет? Сложный будет, но мы настроены. Но иногда играет случай, иногда везение. В баскетболе, знаете, вот везение очень большое дело. А это значит, что новые игры «Уникса» обязательно будут зрелищными. Татьяна Тимошенко, Дмитрий Шлемин, Роман Безменов. 7 дней. Сегодня в селе Никольское Лаишевского района прошел ежегодный традиционный русский народный праздник «Каравон». Праздник имеет более чем 300-летнюю историю и приурочен к престольному празднику села – Дню Николая Чудотворца. К этому времени заканчивается сев основных сельскохозяйственных культур. В селе Русское Никольское праздник отмечается в течение 3 дней. Начиная с церковной службы в сельском храме, он переходит к праздничным семейным столам, а затем на улицу, где устраивают гуляния и хоровод «Каравон». В 1993 году праздник приобрел статус республиканского фестиваля. С тех пор его география перешагнула далеко за пределы Татарстана. Как он проходит в год национальных культур и традиций? Самые яркие моменты в репортаже Диляры Юсуповой.
Праздник русского фольклора «Каравон» воистину долгожданен. А как еще объяснить такое количество людей в одном месте? Как и каждый год, «Каравон» в этот раз начинается с мастерских ремесленников. Тут и фольклорные куклы, и деревянные изделия, и чудеса кованого мастерства. Это вот вы сейчас что делаете? Птичку. Птичку? Да. И эта птичка полетит в Крым на время России. Традиции, они вообще-то со времен еще, можно сказать, Ивана Грозного и еще раньше ковали просто металл до определенного времени, пока не научились плавить металл. А до этого выплавляли металл из обычной болотной руды. Каравон – это не только ремесленники и народное творчество, это прежде всего хоровод, символ русского, вообще российского народа, объединения, потому что к нему всегда можно присоединиться. Вот этот праздник – праздник единства, праздник, который показывает многогранность русского народа. Это слово «русские» как бы объединяет многие нации. Каравон объединяет всех. На праздник в этот раз приехал и председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаммедшин. Заглянул к ремесленникам и поучаствовал в народных гуляниях. Вы не топайте галоши, я сама потопаю. Неужели на галоши я не заработаю? Ансамбль «Родник» 7-й гимназии на Каравоне в 23-й раз. Этот традиционный праздник стал традицией и для них. Под балалайку так называемая каравонная песня, записанная жителями села Никольское. Разве чур моя милая, был в гостях я у тебя. Разве чур моя милая, был в гостях я у тебя. Все тут дружат, все очень много лет уже знакомы, все сохраняют традицию. И каждый разучивает какие-то традиционные песни, привозят на этот фестиваль. И это правда. Каравон приурочен к престольному празднику Николая Чудотворца. Имеет более чем 300-летнюю историю. Село Никольское стало домом для этого праздника. Возрождение его началось в 1988 году. Одноименный фестиваль проводится с 1993 года, а с 2003 он считается государственным праздником. Видите вот эту длинную очередь? Все они столпились к старой русской печи. Вообще это традиционно для Каравона. Здесь делают определенные пирожки. В традиционном формате они были с кашей. Сейчас это более современный вариант. Мы делаем с курицей, с сыром, с грибами и так далее. Но тесто стараемся делать народное. А именно народное, это значит с добавлением ржаной муки. Вернее, ржаной муки с добавлением небольшого количества пшеничной муки. Вот так вот несем традиционную культуру в массы. Перепечи. Так правильно называются эти пирожки. 100 перепечей в час готовит эта легендарная печь Константина Паскичева. Это значит, за 10 часов Каравона предстоит слепить и испечь 1000 ржаных пирожков с мясом, грибами, овощами. Спасибо. Вот такой традиционный пирожок. Очень тонкое тесто. В современном формате он с курицей и грибами. Сразу чувствуется, что из печи. Все привыкли. Каравон – народный фольклорный праздник. Вот тебе самовары из 50-х, целая коллекция ручной работы. А это тоже народная память, правда, из более близкого прошлого. Патефон этот ленинградский. Этот город Молотов, нынешний Пермь. Это Кировские, Вятские поляны. 50-х годов патефоны. А их можно как-то запустить? Конечно. Развечер моя милая, был в гостях я у тебя. Развечер моя милая, был в гостях я у тебя. Был в гостях я у тебя. Угорчила ты меня, был в гостях я у тебя, угорчила ты меня, угорчила ты словами, небылицу принесла, угорчила ты словами, небылицу принесла. Диляра Юсупова, Дмитрий Шлемин, 7 дней. Слова, небылицу, пустые речи и слова. На этом мы завершаем программу. Всем наилучшие пожелания.
Барыгызга да иң изге теләкләр. Всех профессионалов с Днем химика. Химия – это наше все. Встретимся летом, а оно уже ровно через неделю. До свидания. Здравствуйте, в студии Гульназ Гизатуллина. На ТНВ прогноз погоды на ближайшую неделю. В отличие от прошедшей, очень жаркой недели, предстоящая обещает быть вполне комфортной, без скачков температуры. По данным сервиса Яндекс.Погода, на северо-востоке Татарстана начало недели будет малооблачным и без осадков. Ночью около 17 тепла, днем до 23 градусов. В пятницу и в субботу также около 25 градусов тепла днем и без осадков. В воскресенье ясно, ночью 14 градусов, днем плюс 24. На юго-востоке Татарстана неделя обещает быть малооблачной и без осадков. В понедельник и вторник ночью потеплеет до 17 тепла, а днем ожидается около 24 градусов, выше 0. К концу недели станет прохладнее. В центре республики неделя начнется с малооблачной погодой без осадков. Днем около 21 градуса тепла. Во вторник к вечеру возможны дожди, ночью 11 градусов, а днем воздух прогреется до 25 градусов, выше 0. В среду набегут облака, ночью пройдут дожди. Температура в ночные часы около 15 тепла, днем плюс 24. В четверг дождливо и около 22 градусов тепла, на выходных без осадков. На юго-западе Татарстана неделя начнется с дождей, днем без осадков. Ночью 12 градусов, днем 20 градусов тепла. На выходных облачность и около 23 градусов тепла. На северо-западе республики и в столице Татарстана в понедельник без осадков и не жарко. Днем около 20 градусов тепла. В первый день календарного лета и на выходных будет малооблачно и без осадков. Днем около 22 градусов со знаком плюс. В субботу и воскресенье ночью 14 градусов, днем 22. Июнь в Татарстане, по прогнозам синоптиков, погодных сюрпризов не преподнесет. Средняя температура месяца около 20 градусов. Осадки ожидаются ближе к середине. Большей же частью погода будет ясной и малооблачной. На этом завершаем наш выпуск. Берегите себя и до свидания.